Вопрос на 500 миллионов Самани. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, продлят ли перерегистрацию сим-карт или отключат всем таджикам. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. 15 февраля завершается установленный таджикским правительством срок переоформления сим-карт на новые ID-паспорта. Если его не продлят, в очередной раз более 2 миллионов таджикистанцев могут остаться без мобильной связи, а госбюджет рискует потерять около 500 миллионов самани. Оно того стоит? В феврале 2019 года правительство Таджикистана специальным постановлением обязало мобильных операторов страны до 15 августа того же года переоформить сим-карты своих абонентов с бумажных паспортов образца 1999 года на идентификационные карты ID-паспорта образца 2014 года. При этом устанавливается лимит: на один паспорт можно было зарегистрировать не более 2 сим-карт. Однако очень скоро власти поняли, что поменять паспорт и переоформить всех абонентов за такой короткий промежуток времени просто невозможно, и продлили срок до 15 февраля 2020 года. Но и дополнительные полгода не особо помогли, тем более в условиях пандемии COVID-19. Правительству пришлось снова продлить срок переоформления до 15 февраля 2022 года. А вы успели переоформить свои ответы? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Согласно сведениям МВД страны, новыми паспортами образца 2014 года сегодня обеспечено около 4 миллионов таджикских граждан. В республике действуют 104 паспортных стола, в которые в среднем за день обращаются примерно 1500 человек. По данным службы связи, сим-картами, зарегистрированными на старые паспорта, все еще пользуются 2,4 миллиона абонентов. Это около 40% всех зарегистрированных абонентов сотовой связи. В службе связи отмечают, что мобильные операторы ежемесячно переоформляют в среднем до 80 тысяч сим-карт, а это означает, что более 2 миллионов абонентов в нашей стране будут деактивированы, даже если операторы очень постараются в оставшийся неполный месяц. Компании по перерегистрации соответствующие структуры обосновывали созданием единой базы данных абонементов мобильной связи в целях обеспечения безопасности государства и профилактики терроризма. То власти решили еще сильнее ужесточить уже и так тотальный контроль за информационной сферой. Ведь ни для кого не секрет, что интернет является для жителей страны единственным источником объективной и правдивой информации, а значит, он представляет серьезную угрозу для режима. В свою очередь, служба связи отмечала, что настала необходимость взятия отпечатков пальцев каждого абонента. Между тем, независимые юристы говорили, что отпечатки пальцев граждан можно получить другими, менее жесткими способами. Например, юридическая организация Химоя предлагала простое решение вопроса: обязать всех граждан, которые не имеют паспорта образца 2014 года, бесплатно пройти дактилоскопию в органах внутренних дел и получить соответствующую справку, на основании которой мобильные операторы могли бы перерегистрировать сим-карты. В своем последнем послании президент страны отметил, что абоненты мобильных операторов ежегодно тратят на связь 3 миллиарда самани. Если учесть, что почти половина доходов операторов уходит на налоги и другие обязательные платежи, получается, что государство получает от операторов мобильной связи в год около 1,5 миллиарда самани. Таким образом, если срок перерегистрации в Таджикистане не будет продлен и треть абонентов будет отключена, бюджет государства рискует потерять около 500 миллионов самани. Важность отчислений мобильных операторов для бюджета страны за последние годы неоднократно косвенно подтверждало и руководство налогового комитета, называя недобор поступлений в госказну с сокращением этих платежей. Власти Таджикистана в течение последних лет проводят целенаправленную политику усложнения доступа населения к интернету. Согласно официальной статистике, доходы частных операторов сократились с 320 миллионов долларов в 2009 году до 243 миллионов в 2020 году. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.